Всероссийский спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», или, проще говоря, ГТО, это основа физического воспитания. Проверить свой уровень можно как пенсионеру, так и школьнику, но мы, естественно, приехали в школу. Гора новостей приехал в Центр образования номер 10. Здесь школьники сдают нормы ГТО. Для каждого возраста свои упражнения. Здесь, в спортивном зале, присутствуют ребята из 9 и 4 класса. Для старшеклассников требования намного строже, но они ничуть не переживают по этому поводу. Расскажи про нормы ГТО для девятиклассников. Нормой ГТО для девятиклассника является подготовка физически. И у меня такие задания, как прыжок в длину 190, отжимание 25, пресс 50 в течение минуты. Как нужно готовиться, чтобы сдать ГТО? Я особо не готовилась, я занимаюсь спортом, и для меня достаточно легко сдать ГТО. Я подготовлена физически. А так, все одноклассники сдают хорошо, потому что мы занимаемся на физкультуре. Для чего нужно сдавать ГТО? Для того, чтобы быть сильным, здоровым, это поддержание силы, а также дает дополнительные баллы при поступлении или сдавании ЕГЭ. Зальные нормативы – это прыжки в длину с места, наклоны с гимнастической скамьи, сгибание и разгибание рук, челночный бег и поднимание туловища за 1 минуту. Именно так в официальном документе называют качание пресса. Чтобы получить значок, нужно постараться. Расскажи, какие упражнения нужно выполнить для ГТО. Для ГТО нужно выполнить обязательно, это, наверное, прыжок в длину. Что еще есть? У нас есть челночный бег, подтягивание, отжимания. Ну, и все, пока что я больше ничего не сдал. Расскажи, как проходит сдача. Наша сдача проходит на уроках физкультуры. Наш класс постоянно готовится, мы каждый раз выполняем эти упражнения, поэтому наш класс показал очень хороший результат в ГТО. Как ты думаешь, у кого-то из твоего класса будет значок ГТО? Я не сомневаюсь в этом, обязательно будет. А вообще, каждый желающий в возрасте от 6 до 70 лет может принять участие в выполнении комплекса ГТО. Для взрослых ГТО проходят в специальных местах в специально отведенное время. Нам, школьникам, повезло чуть больше. Мы сдаем нормы ГТО прямо в школе, на уроке физкультуры. Республиканская комиссия в ближайшее время объедет все школы и определит, кто из нас лучше, быстрее и сильнее, и наградит заветным значком. Выполнение комплекса «Готов к труду и обороне» способствует улучшению физической подготовки. Но это и так, все понятно. Самое крутое, что золотой, серебряный или бронзовый значок ГТО может дать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. Эмир Матьянов, Руслан Бигбаев, специально для Горы новостей.